как писали историки, у нас на этом же месте в X-XI веке был песок. А до X века со стороны юго-запада к северу отсюда протекала речка, канал. И время проходит, этот канал высыхает, местные жители начали назвать песчаное место. А здесь в 15 веке внук Амира Тимура был правителем Улугбек, ученый астроном. И по приказу Улугбека начали строить медресе. То есть слева у нас медресе Улугбек, 15 век. Высшая школа, университет 15 века. А спустя 200 лет начали строить второе сооружение Шер-Дор 17 века, 17 веке. По приказу мэра города Самарканда строили, Хакима. Шер-Дор медресе, это в переводе имеющий любовь медресе. Или можете сказать саливами медресе. Потому что здесь у нас в 17 веке и в горах Самарканде жили тигры и снежный барс. Это считается символом города Самарканда. После завершения Шер-Дора начали строить центральную мечеть Теля-Кари. Вот видите, бирюзовый свет купол? Мечеть полностью покрыта золотой. 17 века. Да? Теля, Олта Масчет, да? Мечеть полностью отделкой из золота. Но в данный момент мечеть не действующая. Уже начиная 1918 года. В начале 20 века переостановили молиться и учиться. И теперь идемте, я вам покажу внутри. А если вопросы, можете задавать. Так. Классно. Самаркандтан был. А сейчас мы заходим внутрь медресе Улугбек, ну там Шер-Дор, да, потом Улугбек, да, потом Теля-Кари. Здесь у нас оказывается в 17 веке, когда построили, в Самарканде был богатый мясник, Хасопши. Здесь строителям он раздавал мясо бесплатно. Потом можете еще раз снимать после экскурсии. Послушайте хорошо. У вас еще будет до 12 часов регистратора ответа, у вас будет еще там фотографию делать. Ну просто вы сами платите, по-моему. Такой большой. Здесь у нас в 17 веке, когда строили, да, у нас был богатый мясник, строителям раздавал мясо в течение долгих лет. И здесь строителям он, строители долго строили, да, обеспечивалось мясо, время проходит, завершили работу. А мэр говорит, давай золото, деньги тебе замену, да, что тебе? Ты же бесплатно раздавал. А он отказался, мясник богатый, от золота, от денег, да. Он говорит, похороните меня на этом территории, да. И когда мясник умирает, его похоронили вот здесь, после нескольких лет. Мясника могила Ходжа Мухаммада бин Катангу. Остался сердце города Самарканда. В данный момент, видите, здесь могила мясника. А здесь у нас мадресе, это в переводе высшая школа. Мадресе это у нас университет 15 века. А этот мясник раздал мясо бесплатно, эксан. Да? Имеется две, справа-слева. Справа заходили студенты, говорят некоторые историки, а слева учителя. Вот это учителя больше 100 лет. Учителя, не знаю, работа, больше 100 лет. Представляете? Сейчас мы заходим внутри мадресе. У нас дворик имеется очень красивый, да, необычный. Университет 17 века. Университет, да? Да. Это классно. Сейчас мы зашли, вот, уважаемые, внутри медресе Улугбека, да, медресе Шер-Дора, да, они как похожи. Но здесь у нас имеется 52 комнаты, худжра говорят, 52 и 4 аудитории, да, айван. Вот Блинчи, первый, то есть аудитория лекционная, второй, вот третий здесь тапчан, да, вот, а вот там четвертый имеется. Здесь вот таких тапчанах, то есть 15-20 студентов там собирали, читали лекцию. Это аудитория считается, да, вот. Учеба началась в сентябре и продолжался до конца марта, да, вот, до конца марта. А здесь у нас в комнате худжра, то есть двое-трое мальчики. В первом этаже они жили, учились, необходимые вещи хранили. Двое-трое мальчики. А кто был с Кабула или с Ташкента, в втором этаже ночевали. Второй этаж был как общежитие. Каждая комната была разделена на 2 этажа. Первый, второй, 4 этажа получается.
деревянные доски были. А здесь у нас вот этом камне больше 400 лет, 4 веков. А когда холодно зимой, знаете, холодно, да? 4 в углах имеется 4 зимних класса, 4 в углах. Но сейчас здесь у нас, как видите, у нас лекционная аудитория имеется, а еще в углах зимние классы. А здесь у нас в центре имеется сток, когда снег, дождь, вода уходит в центр и исчезает под землю. А где обожженные кирпичи, раньше был деревья, то есть сад не сохранился, высох. Это у нас обожженные кирпичи новые, получается, да, вот. А камни это хатсанг, это горный мрамор, это уже новые, современные. А здесь по кругу портала имеется аяты суры, то есть молитвы разные с Корана, да, вот. А над дверью, вот в втором этаже, над дверью, да, хадис пророка Мухаммада, то есть саллаллаху алейхи вассалам, да, вот разные. Есть версии, каждый мусульманин и мусульманка должен изучать знания. Знание это долг. Бешкдан кабылге челимизм, да, разные хадисы, да, вот. И здесь около 100-110 человек учился, то есть мальчики больше 10 лет, больше 10 лет. И давайте я вам покажу одну комнату здесь. Да. Двери маленькие, чтобы сохранить тепло, а второе, чтобы с поклоном они зашли. Жүрер, жүрер. Еркектің. Сейчас мы зашли внутри комнаты, да, то есть это у нас двухэтажная комната, то есть вот здесь в центре был столик, да, столик, по кругу курпача, мы классики писали, читали, а вот отсюда поднимались на втором этаже, задними эти лестницы, ночевали. Второй этаж был как общежитие, спальня. А второй этаж, балкон был, тоже было разделено на два этажа. Можно, да, поднять? Ой. Ай, сонный. Şu жерге жатчы екен да студенттер. Внизу учились, уроки занимались, хозяйством, а наверху спали. Второй этаж был спальной частью для освещения две окошки. Первый, сзади вторая. Две спали они на полу, на курпаче, на матрасчике. Жили, учились бесплатно. Слушайте, намаз оқыған уроки, да? Проходите так, ничего страшного. Бұл не, эме жай намаз ба? Жай намаз, Бұл жай намаз ба? Нет, Сатылады да бұлар же. Ручная работа, ручное сделано. Қаншадан екен бұлар?